США вступил в силу подписанный Дональдом Трампом уйгурский законопроект, предусматривающий санкции против китайских чиновников. Ответ Коммунистической партии Китая последовал незамедлительно. Призывая Вашингтон отменить законопроект, Министерство иностранных дел Китая заявило, что в случае отказа Соединенные Штаты ожидают тяжелые последствия. Китайские СМИ забили тревогу в связи с принятием данного закона. По всем новостным каналам показали представителей Коммунистической партии, которые заявили, что США в очередной раз вмешались во внутреннюю политику страны в отношении уйгурского региона и призвали Трампа отказаться от уйгурского законопроекта. Глава культурно-информационного центра Восточного Туркестана Абдулджалил Каракаш заявил, что правительство и средства массовой информации Китая еще раз взялись за наглую и ложную пропаганду. Подчеркнув, что Восточный Туркестан не является внутренним вопросом Китая, Каракаш сделал следующее заявление. Более 5 миллионов человек содержатся в тюрьмах и концентрационных лагерях. Восточный Туркестан превратился в тюрьму под открытым небом, где люди лишены всех прав, религиозных и культурных свобод. Уйгурский регион является общей проблемой человечества, и судьба миллионов уйгуров, казахов, киргизов и других тюрков зависит от позиции мирового сообщества. Коварная и деспотичная политика Коммунистической партии в отношении тюрков не должна оставаться безнаказанной. Выразив признательность США за принятие уйгурского законопроекта, Каракаш обратился к тюркскому и исламскому миру следующими словами. Несмотря на то, что в уйгурском регионе живут тюрки-мусульмане, тюркский и исламский мир молчаливо наблюдает за уничтожением целой нации и ее многовековой культуры. Выступая на саммите по вопросам демократии, госсекретарь США Майк Помпео предупредил европейские страны относительно политики Коммунистической партии Китая, которая угрожает демократическим принципам Запада. Подчеркнув, что китайское правительство принудило другие страны выбирать между США и Китаем, Помпео обратился к странам Европы со следующими словами. Демократические страны, которые тесно сотрудничают с авторитарными режимами, не заслуживают того, чтобы носить этот титул. Я надеюсь получить от европейских стран как можно больше объяснений по китайскому вопросу. После подписания президентом США и официального вступления в силу законопроекта по защите прав уйгуров, уйгурская диаспора выразила благодарность правительству, Конгрессу и народу США. В знак признательности за принятие данного закона сотни уйгуров собрались у Белого дома. Кроме этого, азербайджанцы обратились к тюркскому миру с призывом оказать поддержку уйгурам и другим тюркам. Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет призвала Китай соблюдать международные обязательства в области прав человека, заявив, что организация следит за ходом событий относительно противоречивого закона о безопасности в Гонконге. В письменном заявлении Бачелет затронула закон о национальной безопасности Гонконга, который Коммунистическая партия Китая собирается принять для усиления борьбы с антиправительственными группами. После отчета о проделанной работе Мишель Бачелет заявила, что любой закон, касающийся Гонконга, должен соответствовать принципам договора о правах человека, условия которого Китай обязан соблюдать при любых обстоятельствах. По данным Всемирной организации здравоохранения, 19 июня число ежедневных случаев заражения коронавирусом достигло самого высокого уровня. Новым типом коронавируса заразилось 150 тысяч человек. В заявлении главы организации отмечается, что мир вступает в опасную фазу, поскольку многие страны постепенно снимают ограничения. Я понимаю, что людям надоело сидеть дома, но коронавирус стремительно распространяется и все еще смертельно опасен, поэтому все должны соблюдать правила социальной дистанции, заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус во время ежедневного пресс-релиза. Несмотря на то, что эпидемия больше всего поразила Америку, Гебрейесус отметил, что число новых случаев в Южной Азии и на Ближнем Востоке значительно возросло.